Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Жителей, стоящих в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, нужно переселять в южные районы Коми. Необходимо разработать региональную программу, считают специалисты республиканских ведомств и главы муниципалитетов Коми. Неисправная проводка или поджог. Во дворе загорелся автомобиль. Спасатели сумели оперативно потушить огонь. Интинские учащиеся вспомнили историю России. Юные патриоты приняли участие в командных соревнованиях на логику, сообразительность и смекалку. Вандалы портят общедомовое имущество и взламывают пустые квартиры. Коммунальные службы ведут активную борьбу с хулиганами. Инту с рабочим визитом посетила правительственная делегация республики во главе с вице-премьером Коми Ириной Бахтиной. Представители министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и промышленности региона, депутаты Госсовета Коми посетили городские предприятия, провели ряд совещаний, обсудили планы реализации стратегии социально-экономического развития республики Коми, Инты и Воркуты. Необходимо ликвидировать бесперспективные населенные пункты, поселки, микрорайоны и переселять граждан из районов Крайнего Севера в южные районы Коми. К такому выводу пришли специалисты республиканских министерств, правительства и северных городов в ходе бурного обсуждения проблемного вопроса на одном из совещаний в Инте. В общереспубликанской очереди на переселение из районов Крайнего Севера стоят более 14 тысяч семей из Воркуты и порядка 3 тысяч семей из Инты. Десятилетиями люди ждут положенные им по закону государственные жилищные сертификаты. Очередь движется крайне медленно. Наибольшая категория граждан, желающих уехать в теплые края – пенсионеры. Затем работающие граждане и инвалиды. Предусмотренный объем финансирования не позволяет быстро решить проблему и переселить всех стоящих в очереди сразу. В приоритете инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства и пенсионеры. В этом году на переселение из районов Крайнего Севера за счет средств федерального бюджета Минстрой России выделяет республике около 450 миллионов рублей. Эти средства позволят предоставить 190 сертификатов для переселенцев. Понятно, что на всех претендентов не хватит. Мэр Инты Владимир Киселев предложил рассмотреть вариант по разработке республиканской программы, в рамках которой была бы возможность переселять семьи не в среднюю полосу России, а в южные районы республики, чтобы граждане не уезжали из Коми. Например, есть у нас эти 3000, да, грубо говоря, очередь. Если они согласны, значит, они из этой очереди выходят, и уже единственное, эту очередь надо отдельно делать, чтобы вот они не пересекались, потому что есть те, кто останутся в этой и будут ждать, а есть кто с удовольствием поедут в южный регион. Узнать масштаб всего этого, провести работу с людьми, масштаб в денежном эквиваленте, посмотреть, что... А на какую из категорий тогда в ней делать именно ставку все-таки? Здесь на работающих? Здесь нет, здесь всех, все равно всех надо будет. У нас тогда получится, одним мы предоставляем, например, работающим, да, пенсионеры скажут, почему нет. Если пенсионерам предоставляем все остальные, тут надо то же самое, 3 категории выделять, и из них брать, кто согласен на южный регион. По словам специалистов, при разработке республиканской программы, в рамках которой у северян появится возможность переселиться в южные районы Коми, необходимо учесть все нюансы, а их немало. Для этого может быть создана специальная рабочая группа. Как показывает статистика, многие семьи, дождавшиеся своей очереди, обналичивают жилищные сертификаты и покупают квартиры почти в пустующих поселках или микрорайонах и не переселяются. Здесь должна быть серьезная работа и по ликвидации бесперспективных населенных пунктов, каких в республике у нас очень и очень много. Конечно, нужно делать программу переселения в южный район. Не обязательно по только двум? в Сыктывкар. По двум? По двум. Не обязательно. Не по То двум. есть Воркута-Инта? Воркута-Инта. Мы хотим все решить или мы хотим конкретные задачи по 2 депрессивным городам решить? Если все, то вот это будет та же самая история. У нас есть конкретные задачи. Конкретные задачи людям сделать добро, которым ничего другого не предлагается. Вот. Поэтому я считаю, что нужно все-таки решать эту задачу, а не большую, и не размазывать масло по тарелочке. Его не хватит.
А такую программу нужно делать. Завершая совещание, зампред правительства Ирина Бахтина отметила, в ближайшее время должны быть собраны все предложения и пожелания, которые лягут в основу новой республиканской программы по переселению северян в южные районы Коми. Если мы достаточно оперативно, там, не знаю, в Сыктывкаре или просто в режиме вот онлайн об этом договоримся, то мы сможем с таким предложением выйти. Дальше ее облечь уже это дело юристов юридической техники. Возвращаясь к тому, о чем говорил Андрей Александрович, абсолютно нельзя забыть тему уплотнения и повышения эффективности вообще в нашей, так сказать, в энергетике в том числе, с точки зрения судьбы бесперспективных, да, так сказать, наших населенных пунктов. Поэтому надо посмотреть, либо в рамках этой программы, либо, может быть, как-то отдельно. Если говорить о том фонде или вот то, что предлагается, там некое агентство, которое могло бы на себя взять этот функционал, то никто не исключает, что и этот функционал в том числе мог на нем находиться. Но в части того, чтобы отдать приоритет все-таки Инте в Воркуте, я здесь все-таки поддержу. Правительственная делегация работала в Инте 2 дня. В ходе визита было проведено несколько совещаний и встреч. Общественность Приполярья узнала о планах реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми и городских округов Инты и Воркуты. Внесены изменения в указ главы Коми о введении режима повышенной готовности. До 1 апреля в республике продлен запрет на работу ночных клубов-дискотек. Разрешено без ограничений заниматься на открытом воздухе физической культурой и спортом, осуществлять прогулки, посещать спортивные объекты. Снижены ограничения при проведении спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей. Процент наполняемости трибун увеличен с 30 до 50%. 5 марта в спортивной школе «Юность» состоится городской турнир по плаванию, посвященный Международному женскому дню. На 13 марта в Инте запланировано проведение массовых стартов «Лыжня России-2021». Ежегодно спортивный праздник собирает рекордное количество участников. Организаторы мероприятия надеются, и в этот раз горожане поддержат хорошую традицию и смогут не только побороться за право стать лучшими, но и просто насладиться выходным днем на свежем воздухе в компании единомышленников. 25 февраля на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в одном из дворов по улице Воркутинская. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полиция. В период сильных морозов в Республике Коми продолжают гореть автомобили. Зачастую машины загораются в результате неисправности системы автозапуска. Причиной возгорания иномарки в нашем городе тоже стало короткое замыкание. Для владельца машины дым и огонь стал крайне неприятным сюрпризом. Пожар произошел, когда машина стояла во дворе. Очаг возгорания был под капотом автомобиля. У нас 25 числа выезжали пожарно-спасательные подразделения, тушили автомобиль по улице Воркутинская, 2. Причиной пожара стало короткое замыкание. Так хочу обратиться к автолюбителям. У всех там автозапуски, различные там электронные системы. Не жалейте времени, проверяйте свои системы, проверяйте электрооборудование, потому что последствия довольно-таки печальные. Вы теряете свою собственность, свои деньги. Поэтому, да, у нас было возгорание автомобиля, причина короткое замыкание. Поэтому более тщательно относитесь к обслуживанию автотранспортных средств. Пожарные, приехавшие на вызов, быстро потушили возгорание. Автомобилю нанесен существенный ущерб. В России ужесточаются наказания за неповиновение представителям власти на митингах и вводятся штрафы за нарушение порядка их организации. Президент страны Владимир Путин подписал 2 закона об увеличении штрафов за неповиновение правоохранительным органам на массовых акциях, нарушение порядка их проведения и о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания их статуса. Внесены поправки в законодательство, которое касается проведения митингов, шествий и прочих акций. Теперь запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям экстренных оперативных служб. Также утверждено увеличение штрафов за неподчинение силовикам. Административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях усиливается. Сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с текущих 500 тысяч рублей до 2-4 тысяч рублей. Также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Увеличиваются штрафы за неповиновение другим силовикам, сотрудникам ФСБ до 4 тысяч на физических и до 70 тысяч для юридических лиц, органов государственной охраны до 4 тысяч для физических и до 40 тысяч для юридических лиц. За повторное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5000 рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены до 20-40 тысяч рублей, для юридических – до 70-200 тысяч рублей. Кодекс России об административных правонарушениях также дополняется штрафами за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом. Для граждан их размер составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей. Пустующее жилье привлекает хулиганов, асоциальных граждан и подростков, которые взламывают квартиры, выбивают окна, двери и портят имущество. Коммунальщики бьют тревогу. Дом номер 39 по улице Куратова малосемейного типа стал местом сборищ подозрительных компаний. Подробности в нашем сюжете. Двери в квартиру на 4-м этаже под номером 431 снова открыты. По словам сотрудников управляющей компании «Азимут», в ведении которого и находится данный дом, они регулярно заколачивают входные двери. Но все безрезультатно. Каждый раз кто-то их выбивает. В данном доме уже было зафиксировано несколько возгораний в пустующих помещениях. Конкретно в данной квартире сорван радиатор, открыты окна. Не составляет труда понять, что здесь гостят подростки. В квартире куча пустых оберток, раскиданные вещи и грязь. А соседи часто слышат шум. Но пока поймать за руку никого не удалось. На сегодняшний день происходят какие-то невероятные вещи в данном общежитии. Значит, в муниципальные, либо в частные квартиры, комнаты проникают неустановленные лица, предположительно, что это молодежь, которые устраивают здесь и пожары, и разбои, и разгромы, вследствие чего страдают обычные граждане, соседи снизу и также арендаторы, которые находятся на 1-м этаже данного здания. И на сегодняшний день сложилась ситуация, что вот в комнате номер 431 данного общежития, значит, неустановленные лица сорвали радиатор, вследствие чего произошла протечка, существенная протечка до 1-го этажа, конкретно затопило магазин «Авикон», есть ущерб, нанесенный вследствие этой аварии. Порыв системы отопления нанес существенный ущерб соседям, а в саму квартиру некоторое время невозможно было зайти. Но свои посиделки молодежь не прекращает. В данной комнате были закрыты окна, забиты были двери нашей управляющей компании. И сегодня по приезду сюда мы входим, дверь снова открыта, в свободном доступе, окна нараспашку. И, собственно, просим лиц, обладающих информацией, может быть, кто-то знает, кто сюда проникает, или родителей, чьи дети могут здесь находиться, доводим до вашего сведения, что это уже уголовная ответственность. В доме Куратова 39 много пустующего жилья. Часть квартир являются муниципальными. Подростки чувствуют себя здесь довольно вольготно. Их никто не останавливает, на них никто не обращает внимания. Данное малосемейное общежитие находится во временном управлении управляющей компании «Азимут» с ноября 2020 года. В малосемейном общежитии проживает небольшое количество граждан. 31 человек это был по состоянию на ноябрь месяц. Больше прописанных, чем проживающих. К сожалению, дом большой, многоквартирный, частной собственности. И частной, и муниципальной много, но, к сожалению, то ли уехали очень многие, то ли просто уже переехали из этого дома. И дом наполовину пустой. Числится у нас по списку муниципальных квартир более 50% преобладания, остальные частные. На сегодняшний день здесь живут именно те люди, которые живут, от 30 до 50 человек. Семьи в основном хорошие, поэтому жалко людей. И хочется еще раз сказать, чтобы
в первую очередь сами смотрели, если вдруг будут какие-то инциденты, сразу же связывались, либо в ЕДДС звонили, либо в УЖКХ, либо в управляющую компанию. Будем принимать меры, помогать, чем сможем. Для того, чтобы решить существующую проблему, управляющая компания решила пойти на хитрость. Установила скрытые камеры, чтобы, так сказать, знать своих героев в лицо. На сегодняшний день просто перекрыть проход, скажем, в этом отсеке невозможно в связи с техникой пожарной безопасности. Мы только можем заколачивать эти двери, ну и, возможно, установка решеток, скажем, чтобы вход уже был не столько беспроблемно, чтобы можно было войти. Но также мы понимаем, что на сегодняшний день и с решеткой можно быстро разобраться и проникнуть в помещение. И очень часто здесь устраивают пожары. Поэтому решетка здесь как бы не спасет. На сегодняшний день управляющая компания, значит, для предотвращения такой проблемы установила видеокамеры скрытые. И если здесь будут обнаружены посторонние лица, то следственно грозит уже уголовная ответственность. Мы сейчас прошли, посмотрели, видно, что, скорее всего, думаем, что дети, ну, так как вот сейчас уже поставили камеры, будет это уже выявлено. Будем надеяться, что все-таки те же родители проговорят с детьми, проведут беседу, и, возможно, все-таки здравый смысл восторжествует. В данном доме много пустых квартир, поэтому камеры решено установить не только в данной квартире. Еще раз обращаем внимание интинцев на то, что при фиксации факта проникновения в жилые помещения дома Куратова, 39, управляющая компания намерена обращаться в полицию. Сколько флотов входит в состав военно-морского флота России? Что такое кокарда? Какие военные звания у президента страны Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу? На эти и другие вопросы необходимо было ответить интинским школьникам, студентам, представителям общественных организаций в рамках умных состязаний, организованных партией «Единая Россия». В честь Дня защитника Отечества в Центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра «Росквиз». В интеллектуальных состязаниях приняли участие 3 команды по 5 человек в каждой. Учащиеся школы номер 8 назвали свою команду «Победа». Юноармейцы представились патриотами. Студенты Интинского политехнического техникума решили стать дембелями. Игра состояла из 5 тематических раундов: разминка для мозгов, верю-не верю, железная логика, числобол и русская рулетка. Вопросы непростые. Участникам квиза для ответов требовались знания истории и государственной символики России. Наши юноармейцы участвуют в таких подобных играх. Не скажу, что часто, и на самом деле некоторые вопросы для них на самом деле будут сложными, ввиду того, что не совсем, наверное, еще ребята принимают какие-то меры к изучению истории нашей страны. Мы все-таки стараемся и в рамках внеурочной деятельности, в школах, в патриотических клубах с ребятами проводить эту работу, нацеливаем их на то, чтобы они расширяли свой кругозор в этом направлении. Ну, думаю, что по многим вопросам они дадут положительные ответы, правильные ответы. Но в некоторых заковыристых, так сказать, вопросах, конечно, будут затрудняться. Есть вопросы такие, которые как бы не совсем еще им подвластны. Как называется объединенное стратегическое командование со штабом в Североморске, основанное в 2014 году и предназначенное для комплексного обеспечения безопасности арктического региона России? А. Норд, Б. Северный флот, С. Арктический флот и Д. Балтийский флот. Интеллектуальные состязания «Росквиз» – это командные соревнования на логику, сообразительность и смекалку. Цель игры – пропаганда изучения истории и культуры своей страны. Отсутствие знаний истории приводит к некоторым нехорошим событиям, которые происходят в стране. Поэтому знать, чтить историю – это важно, наверное, для молодого поколения. Это в первую очередь. И именно интеллектуальная игра, она способствует сплочению. Ребята, во-первых, в команде. Во-вторых, ребята дополнительно получают новые знания. И то, что они не смогли изучить ранее, сейчас, в настоящий момент, могут, так сказать,
внести в свои знания новую информацию, получить эту информацию, закрепить ее в себе и в будущем уже, по крайней мере, в следующих играх проявить себя как интеллектуально развитых юнормейцев. По итогам игры участники состязаний вместе с новыми знаниями о России получили дипломы. Первое место завоевали учащиеся школы номер 8, подтвердив название своей команды «Победа». Юноармейцы стали вторыми. Студентам Интинского политехнического техникума вручили диплом 3-й степени. Песни военных лет и современные композиции, посвященные солдатскому подвигу и любви к родине. Более 20 концертных номеров в качестве поздравлений подготовили интинские артисты, городские вокальные и танцевальные ансамбли ко Дню защитника Отечества. На праздничном концерте во Дворце культуры и техники побывала и наша съемочная группа. В канун празднования Дня защитника Отечества во Дворце культуры и техники состоялся праздничный концерт под названием «Мирное небо. Ваша заслуга». Пусть развиваются по ветру флаги, доблести, мужества, сил и отваги, счастья, здоровья, любви и добра. Пусть же не будет войны никогда! По уже сложившейся традиции концертную программу открыли глава городского округа, руководитель администрации Владимир Киселев и председатель совета Ирина Артеева. Дорогие интинцы, хочу от чистого сердца поздравить вас с 23 февраля. День защитника Отечества – это праздник мужества, отваги, чести. В понятие Отечества входит многое. Это и дом, и семья, и родина, и близкие сердцу люди, и даже работа. Задача каждого из нас – это защищать и беречь это. Хочу всех поздравить с праздником, пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья и, конечно же, мирного неба над головой. Праздником! Дорогие и незаменимые наши мужчины, все женщины, которые сидят в зале и те, которые находятся у нас в городе, в моем лице, от их имени поздравляем с 23 февраля. Мы ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Мы желаем вам, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути. Любовь и достаток царили в семьях. Тепло и уют согревали ваши души. Пусть окружающие вас радуют. Семья дает вам силы и вдохновение. Ну а работа приносит желаемые результаты, что видите зарплату большой, да? Надеемся на то, что она у нас будет большая. Мужества вам, силы и много-много удачи. С праздником, дорогие мужчины! 23 февраля – торжество не только тех, кто носил или носит погоны, это народный праздник. Каждый мужчина, независимо от возраста, обязан защищать родину, друзей, семью и своих близких от любых невзгод. Интинцев со сцены поздравили военный комиссар Инты Николай Литвинович и командир войсковой части 21210 Петр Осоцкий. Сегодня мы чествуем тех, кто принял решение и посвятил свою жизнь служению Отечеству, защищать ее интересы, как внутри страны, так и за границами. Поэтому, пользуясь возможностью, я хочу поздравить вас, уважаемые военнослужащие, членов ваших семей, родных и близких, с праздником Днем защитника Отечества. Хочу напомнить, что в любое время дня и ночи, 365 дней в году, тысячи мужчин и женщин по всей территории нашей страны и за пределами нашей страны защищают мирное небо над вашими головами. Российские вооруженные силы в любое время готовы нести добро и причинять справедливость в любой точке земного шара. Поэтому сегодня я хочу поздравить всех тех, кто считает себя защитником, пожелать им здоровья и крепкой руки. С праздником! После долгого периода ограничений это одно из первых относительно массовое мероприятие. Сотрудники Дворца культуры и техники соскучились по живому общению и встречам со зрителями. Они подготовили для интинцев обширную праздничную программу. Городские творческие коллективы, солисты и вокалисты всю душу вложили в исполнение номеров.
смогли насладиться искусной инструментальной музыкой, красочными хореографическими номерами и великолепным вокальным исполнением всем знакомых и полюбившихся песен. Концертная программа длилась не 1 час. В этот праздничный день много добрых поздравлений прозвучало в адрес сильной половины человечества. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.